Вот, честно говоря, тема депортации, она всегда была очень болезненная. Болезненная в семье, и я думаю, что не только в моей семье, и все равно не во всех вот этих ярких красках старики сегодня могут рассказать, потому что слишком болезненные процессы. И то, что мы слышали там отрывками еще детьми, да, вот мои братья, сестры двоюродные, которые слышали от прабабушки фактически не слышали, больше от своих бабушек слышали. Вот, например, моей бабушке было 7 лет, она очень хорошо помнила, да, все эти моменты. И на примере моей семьи, ну, на тот момент они жили в Бахчисарае, их дом был в Севастополе, и во время оккупации, фашистской оккупации, их дом был разрушен, и они вынуждены были переехать в Бахчисарай, там жили. Моя прабабушка на тот момент работала в ханском дворце как раз-таки медсестрой, потому что ханский дворец на время превратился в такой госпиталь. И вот как раз-таки в ночь на 18 мая, когда это все происходило, это было в 4 утра, люди ворвались в их дом, то есть дети совершенно ничего не понимали, что происходит, их обвинили в том, что они предатели Родины. И на тот момент вот в нашей семье, я думаю, не так повезло в кавычках, потому что и те 15 минут не дали на сборы, и семья была полностью уверена в том, что их ведут на расстрел. Они фактически ничего не взяли. То есть в чем они были, так они покинули свой дом. Я просто не представляю, как они в этих условиях выживали, потому что их привезли на станцию Сюрень, и уже оттуда они погрузили их в вагоны, и несколько недель они были в дороге. Как они выживали, это, конечно, ну, только Богу известно, потому что, в принципе, в семье были только одни женщины. Моя прабабушка, ее мама, ее сестра и 4 детей маленьких, и все девочки. Среди них был еще грудной ребенок, ну, фактически грудной, 2 года был самый младший. И никто не погиб. И я могу сказать тоже, что, наверное, на их счастье их просто выслали в Узбекистан, в совхоз, достаточно богатый совхоз, где выращивали фрукты. И вот на этих фруктах, причем дети нелегально ходили, забирали эти фрукты, но фактически украли эти фрукты, потому что на тот момент узбеки были очень агрессивно настроены. Естественно, это было понятно. Их настраивали на то, что приедут не только там предатели Родины, там чуть ли не описывали. Но они не понимали, что такое предатели Родины, да, в таких дальних кишлаках. Им описывали, что приедут одноглазые, двухрогие люди, которые, в общем-то, к ним нельзя относиться лояльно. И первые годы, конечно, это были страшные. И первые месяцы, первые годы были страшные для крымских татар, потому что их очень агрессивно встречали. И за малейшую то, что они там украдут какую-то свеклу, чтобы поесть, а это буквально их там забивали палками и тому подобное. И были таких случаев было много. Так как у меня прабабушка моя достаточно была грамотная женщина, ей все-таки удалось через некоторое время устроиться в этот колхоз, совхоз или колхоз, я вот уже не могу точно сказать, бухгалтером. И вот это, наверное, ну, как спасло семью от гибели. Потому что на тот момент рассказывали о том, что буквально каждый день были похороны, каждый день целыми семьями умирали. И, кстати, судьбу крымских татар разделили крымские цыгане, крымские чингине, которые также считали себя крымскими татарами. И вот они умирали больше. Но как в процентном соотношении, вот даже все данные приводятся о том, что именно они были больше подвержены смертности. И потом надо не забывать о том, что климат в Крыму и климат в Узбекистане, он очень сильно отличался, и, конечно же, от малярии очень многие умирали, потому что и климат, и вода, они совершенно не подходили для жителей Крыма. Мы вчера слушали, да, тоже воспоминания о том, про эти арыки, про грязную воду, да. О том, как люди просто падали возле этой воды, пили и умирали. Почему до сих пор, вот мы вчера беседовали с Изетом Изидиновым, вот он пережил депортацию в 6-летнем возрасте и вспоминал эту историю. Ну вот почему так настраивали людей? Ну, уже везли, да, уже там депортировали. Зачем нужно было еще в вражескую среду такую вести? Ну вот это полностью отражает советское правительство, какое оно было на самом деле жестокое. Раз народ предатель, значит с ним нужно обращаться еще жестче. Крымские татары были не единственными, которых депортировали. Мы знаем, что депортировали и балкарцев, и многие другие народы. И точно так же к ним относились. Но другое дело, что они смогли чуть раньше вернуться, а вот для крымских татар ставили препоны. Наверное, все-таки потому, что это был Крым, и можно сказать, что с первых месяцев все-таки начинало зарождаться то
русское национальное движение. И, конечно же, это не нравилось советским властям. И даже были такие случаи, что не только вот именно вот таким образом, да, старались еще больше подавить, сломить дух, психику, да, а еще дети, которые попадали в больницы узбекские, были такие случаи, что сегодня мы уже точно не можем все эти факты подтвердить, да, потому что, может быть, это документы когда-то вскроются, что даже вводили инъекции, от которых дети умирали. То есть это все делалось умышленно, вот такой геноцид был. Мало того, что депортировали, и в местах депортации они должны были, чем больше они погибнут, тем лучше. Сложно сказать, что было в головах тогдашнего правительства и почему вот эти НКВДшники, которые постоянно контролировали уже в местах депортации, и почему вот они контролировали, очень жестоко относились, почему вот этот вот режим был еще несколько лет и порядка, да, там большого периода времени люди не могли перемещаться с одного поселка в другой. Это тоже сложно сказать. В общем-то, в принципе, такое полномасштабное наказание народа фактически за ничто. И поэтому сегодня, конечно же, я думаю, что постепенно все остальные страны будут принимать все-таки этот закон о том, что признать геноцид крымских татар.